Продолжаем эфир новостями к этому часу и коротко о главных темах. Смена ресурсника теплоснабжения предстоит ряду муниципальных образований Алекминского района. Организацию электронных семей народовых архивов обсудили в Горном районе Якутии. Цветы к монументу победителей возложили в Уснере в честь Дня защитника Отечества. Женщина погибла при пожаре в Среднеколымском районе Якутии. Он произошел в частично расселенном общежитии в Среднеколымске вечером 23 февраля. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля дома. С места пожара были эвакуированы 5 человек, говорится в сообщении. В ходе тушения обнаружено тело погибшей женщины. В результате пожара огнем повреждены кровля и часть здания на общей площади 150 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты. Отмечается, что в городе проведут заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям по расселению жильцов. В Якутии из-за COVID-19 закрыты 26 классов, а 42 класса из-за ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в Минобразования и науки. В связи с выявленными случаями закрыт на карантин детский сад «Солнышко» села Покровка Амгинского района. Частично закрыты 23 группы в 20 детских садах. В Якутске 17, Чурапчинский район 6. В учреждениях общего образования в очном формате работу продолжают 388 школ, в очно-заочном 244 и в дистанционном формате 9. Смена ресурсника теплоснабжения. Такая процедура предстоит ряду муниципальных образований Алекминского района. Решение принято учредителями компании «Экогрупп» в связи с многочисленными жалобами на качество исполняемых работ в течение отопительного сезона. Из 7 котельных, обслуживаемых компанией ранее, в этом отопительном сезоне отрабатывали 5. В 2 селах котельные были переданы местным. И лишь в одном селе работой компании довольны. Елена Фаст продолжит. Проблемы с ресурсоснабжающей организацией «Экогрупп» имеют место быть не первый год. Кроме города, где они являются собственниками котельной, деятельность в этот отопительный сезон велась в 4 селах. Первая и Центральная Бага, Кятчи и село Алекминское. В Кятчи сезон дался сложно. Этой зимой у нас довольно часто проблемы были. Но и зима у нас выдалась суровая. И в связи с этим мы уже подумывали с ними расторгнуть договор в мае месяце, отработать этот год и расторгнуть. А вот в Алекминском глава Наслега довольна. Бригада местная, ребята постарались зимой. Будем, наверное, объявлять конкурс. Кто возьмет, я не знаю даже. В общем-то, разговора не было, что они нас покидают и расторгают договора. Но если уж к этому мы пришли, то будем уже объявлять конкурс. А то, что уходит, то мне, например, лично жаль. Вот эти 2 года, которые мы работаем с ними, таких вот проблем больших не возникало. И то, что были там по мелочи, обращались, они всегда, в общем-то, быстро как-то реагировали. В Абаге проблем избежать не удалось. После ряда встреч и совещаний учредитель компании «Экогрупп» огласил свое решение. Работа наша неудовлетворительна, мы это понимаем. Мы решили со своей стороны расторгнуть договора аренды с котельными по всем муниципальному образованию. По всем муниципальным образованиям. Мы готовы к такому повороту, отмечает первый заместитель главы района. К этому вопросу мы готовы, мы должны быть готовы. По муниципальным образованиям поселения, в принципе, предварительный план решения данной проблемы он имеется. Кстати, в этот отопительный сезон 2 котельные, переданные от «Экогрупп» в другие руки, показали себя отлично. Данная смена ресурсников, она дала свои положительные результаты, и там у нас сейчас эксплуатируется местными ресурсоснабжающими организациями. И вопросов в ходе прохождения текущего отопительного сезона уже у нас не было. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Зимние морозы в этом году жестко ударили по многим сферам жизнедеятельности северян. Не исключение сельское хозяйство. Самое крупное хозяйство в Ленском районе – это ООО «Батамайское». В этом году их коровники пополнились сотней племенных нетелей.
Поголовью сразу пришлось столкнуться с суровыми северными условиями, благо этот период они пережили без потерь. Если сено в прошлом году мы заготовили 200 тонн, в этом году мы заготовили 360 тонн, то есть 1,5 раза больше. Силоса, если мы в прошлом году заготовили тонну, где-то 1000 тонн, в этом году у нас 2500 тонн силоса. То есть кормов у нас хватает. Еще есть у нас договора по приобретению сена. То есть кормов достаточно. Сильные холода мешали нам делать так называемый монокорм. Сельскохозяйственники Нюйского наслега также подготовились к морозам. Они заранее запаслись кормом для крупного рогатого скота. Если не хватит корма, завезут сено с сенокосных угодий, которые не удалось вывести осенью по воде. Забоев в морозы не было, а значит, холода пережили успешно. Также в Нюи несколько табунов лошадей. Добросовестные хозяева загнали их на подкорм. Это участок с ограждениями и загоном для кормления. В Чурапчинском районе полным ходом идет массовая маркировка крупного рогатого скота, сообщает Департамент ветеринарии Якутии. В 2021 году поголовье составляет более 19 тысяч голов, из них в настоящее время промаркировано 12,5 тысяч. Данные заносятся в национальную систему учета и регистрации животных. Якутскую породу коров планируют разводить по всей территории Якутии. Сейчас скот уникальной аборигенной породы держат в Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Намском, Верхневилюйском, Горном, Амгинском, Аймиконском и других районах. По состоянию на 1 января всего насчитывается 2154 поголовья якутского скота, из них 882 головы дойных. Для выведения популяции якутского скота из угрожающего статуса исчезающего вида сейчас большое внимание уделяется созданию условий для их разведения. В прошлом году построены животноводческие комплексы в Мирнинском, Намском и Нюрбинском районах. Напомню, что во исполнении указа главы Якутии Айсена Николаева о стратегических направлениях развития сельского хозяйства стоит задача увеличить поголовье якутской коровы с 660 до 1000 голов. У нас запланировано поручение главы буквально совсем в конце января было об открытии дополнительного одного отделения в 2022 году в Верхоянском районе местности Мачах. Ну, эти планы сегодня для нас приоритеты. Это будет удобно прежде всего по части кормовых единиц, по части кормов, соответственно, должна быть кое-какая государственная поддержка, даже пусть это будет частный сектор. Я думаю, это в будущем, чтобы обеспечить своими продуктами нашей арктической группы районов, мы предприятия готовы. Между тем, программа поддержки молодых оленеводов стала доступна во всех районах Якутии. Они могут получить 1 миллион рублей на строительство или покупку жилья. Единовременное право на получение социальной выплаты предоставляется оленеводам, которые младше 35 лет, которые не менее 4 лет занимаются домашним северным оленеводством. Также получатель субсидии должен отработать в отрасли еще 5 лет после получения субсидии. Инспекторов Росрыболовства хотят наделить полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных на особо охраняемых природных территориях, не имеющих федерального статуса. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Государственной Думы России в весеннюю сессию. Штрафовать по этим статьям могут региональные или местные власти, а также инспекторы государственных учреждений. Записать детей в школу теперь можно будет через портал госуслуг. В Министерстве просвещения России подготовили проект соответствующего приказа. В нем говорится, что запись в школы должна проходить и в электронном виде. Производиться это будет посредством единого портала государственных и муниципальных услуг. Теперь проекту приказа Министерства просвещения России нужно пройти согласование с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны. Приказ также устанавливает временные интервалы для записи, чтобы прием проводился организованно и в равных условиях.
В Горном районе прошел форум о создании семейно-родословных архивов жителей. Обсуждались пути организации создания электронных семейно-родовых архивов, значение организации работы по генеалогии в наследных библиотеках. Вся работа будет проходить по программе «Древо жизни-5», в которой в республике Горный район будет первым. В начале такой большой и кропотливой работы провели семинар-практикум среди местных библиотекарей. По созданию электронно-генеалогического дерева в наших библиотеках будут созданы общества или кружки по созданию электронных древ своих родов. И для этого на слегах должны создаваться свои ячейки, которые будут заинтересованы в создании электронного древа. Они будут состоять из краеведов, общественников, из представителей родов и юных исследователей. Презентация нового выпуска сборника стихов «Саяр СРЛ» прошла в Якутске. В книгу вошли стихи авторов из 23 районов республики, литературно-поэтической лаборатории при ресурсном проектном центре. В этом году было представлено 4 сборника на якутском языке: о якутской зиме, стихи о подснежнике, сборник стихов для детей, а также к 75-летию Великой Победы. Каждый сборник выпущен тиражом до 150 штук. Жители столицы смогут приобрести их в ресурсном проектном центре. Уже настроены так, что будем еще писать, работать. Сейчас уже готовим еще 2 сборника, посвященные к осени, и уже посвященный к патриотизму республики. Хоть год патриотизма прошло, но все-таки человек должен быть, особенно творческий человек, должен быть патриотом своей родины. Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, прошли в Аймяконском районе. На площади Победы в поселке Уснера состоялся небольшой митинг и возложение цветов к Монументу Победы. На митинге присутствовали представители предприятий и организаций поселка Уснера. Настоятель храма Успенской Пресвятой Богородицы поселка Уснера поздравил всех собравшихся. Их надо как-то за это благословение нашим вооруженным силам, здравия. И в самом празднике названию говорится о том, что мы всегда защищаем Отечество, мы ни на кого не нападаем. Об этом свидетельствует тысячелетняя история нашего народа. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.